Финская ВТР привезет Сыктывкар на товарищеский матч со Строителем боевой состав. Игра пройдет на нашем льду 24 марта. В составе финского клуба есть игрок с сыктывкарскими корнями. Нападающий Эмиль Федоров, сын Артура Федорова, который выступал за Строитель в 90-х. Русским языком он владеет на уровне разговорного, в отличие от главного тренера финнов Алексея Никишова. Так что языковых барьеров, по крайней мере в тренерском стане, точно не возникнет. В свою очередь, наша ледовая дружина тоже продолжает тренировки. Лед на республиканском стадионе еще хорошего качества. Сезон для нас не закончился. Мы продолжаем тренироваться, готовиться к следующему сезону. И, наверное, все-таки это в каком-то смысле, наверное, продление сезона. Приезжает к нам чемпион Финляндии. Это для нас почетно. Соперник очень именитый, известный по финскому чемпионату. Я считаю, для ребят, в принципе, это тоже будет интересно. Мы можем проверить нашу молодежь, местных ребят, как они себя поведут на таком международном уровне. Павел Франц уверен, успех в этом товарищеском матче с финнами зависит напрямую от поддержки болельщиков. Сыктывкарские трибуны уже прославились как одни из самых громких, так что главный тренер Строителя надеется на неистовую силу любителей русского хоккея и в этой игре. Сами болельщики уже готовы прийти на трибуны 24 марта, ведь это и для них хорошая возможность продлить хоккейный сезон в столице Коми. Как-никак, готовиться к чемпионату мира 2021 года нужно по всем фронтам. И организаторам, и болельщикам. Уже сегодня команда профессионалов во главе с Сергеем Гапликовым работает над тем, чтобы Сыктывкар стала отличной площадкой для проведения международного турнира.